Кто такой казахские батыры и почему у них волосатое сердце? Батыр – храбрый, смелый, доблестный воин. Это слово распространено в казахском фольклоре и быту. Батырами называли профессиональных военных, для которых не было таких понятий, как трусость и предательство. Люди, не боясь смерти, брались за оружие и отстаивали границы своего государства. История волосатого сердца. В бою с калмыками он остался один против многотысячного войска калмыков. Однако у него и мысли не было о побеге, и он продолжал сражаться, ведь трусливый побег – это для батыра хуже смерти. Калмыцкий военачальник, видя нечеловеческую храбрость батыра, отдает приказ взять его живым. И когда его силы иссякли, он попал в плен. Калмыцкий хан отдал приказ вылечить Ельнике и прислуживать ему как самому дорогому гостю. Когда батыр окреп, хан решил породнить его с калмыками, заполучив от него сына. Каждый день к Ельнике приводили калмыцких красавиц, но батыр отворачивался от них. На вопросы хана о причине такого поступка батыр ответил, что лучше храбрая смерть, чем подлая жизнь. Тогда хан разгневался и приказал отсечь батыру голову, а сердце принести ему. Палачи исполнили ханский приказ, и тогда хан показал своим людям трепещущее сердце батыра и сказал, что оно бьется даже после смерти. Человеческое ли оно? Исследуйте его, распорядился хан. Ханские приспешники разрезали сердце Ельники и обнаружили в нем пучок волос. С тех пор о храбрецах стали говорить, что у них волосатое сердце. Ельнике. История Великой Казахской земли исчисляется многими сотнями лет. Именно здесь появились и исчезали в небытие многие древние цивилизации и города. Врагов у казахов было много. Они хотели присвоить себе необъятные тучные стада и благодатные земли, а также богатые природные месторождения. Тогда-то и вставали батыры на защиту рубежей своей страны. Биографии и хроники подвигов батыров передавались от поколения к поколению, находя свое место в памяти и сердцах людей. Дисклеймер. Данное видео создано исключительно в исторических, культурных и образовательных целях. В ролике используются народные предания, легенды и исторические сюжеты, отражающие взгляды и события своей эпохи. Материал не направлен на разжигание ненависти, вражды, насилия или унижение каких-либо народов, этнических групп, религий или государств. Все упоминания войн, сражений и противостояний приведены исключительно в рамках исторического повествования. Видео не содержит призывов к насилию или экстремистской деятельности.